Приветствуем вас, Беслан Астамурович, в студии Абхазского телевидения. Добрый день. Наша основная тема – это встреча избранного президента Бадры Гунба с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. Как вам кажется, это, конечно, такая практически часовая была встреча, мы ее все уже видели, есть кадры, есть комментаторы. Вот в этой передаче я приведу мнения разных экспертов, в том числе российских политологов, об этой встрече. Но каковы для вас лично были основные ее посылы, как вам кажется, чтобы вы выделили? Ну, встреча на высшем уровне, фактически, это на 4-й день, на 5-й день после выборов, да, говорит о том, что действительно этому выбору и Абхазии уделяется большое внимание, и говорит о том, что это важное направление Российской Федерации во внешней политике. Возможно, скорее всего, это так, это подан знак не только абхазской стороны, знак вежливости, дружелюбия и так далее, но и остальному миру тоже, так нужно полагать. Возможно, это более важно даже сегодня, значит, России проводить последовательную, принципиальную позицию, когда была признана Абхазия и заключен договор о стратегическом партнерстве, и что эта линия не меняется. Да. И это посыл всему миру тоже, о том, что Россия последовательна в своих действиях. И я считаю, что эта встреча еще раз подтверждает вот эти установки Российской Федерации в современном мире, что она отстаивает свои интересы последовательно, и, ну, естественно, оно слагается из многих составляющих вызовов в данном регионе, Южном Кавказе. Известно, что здесь интересы других стран, будем так говорить, которые имеют свои интересы, и не только сейчас они были и всегда, и на протяжении многих веков. Естественно, на Абхазию распространялись влияние многих стран, и действительно, кто влиял на Кавказе, и на Абхазии, и на Переднем Кавказе, он мог влиять еще и в больших радиусах своих интересов. Поэтому здесь очень важное направление. То есть подчеркивается статус Абхазии, ее геополитический статус, ну и стратегического союзника. А как вам кажется, вот еще есть достаточное время до инаугурации, а встреча произошла вот настолько скоро, да, то есть действительно вот на 5-й день, о чем это может говорить? Ну, здесь я бы, так сказал, что есть и текущие рабочие вопросы также были, они актуальны были. Наверное, надо полагать, что они, так сказать, это очередные проблемы, которые возникли между Абхазией и Россией. То есть нужно было снимать накопившиеся проблемы. Они достаточно, о них было сказано и приездом Кириенко в Абхазию, и ряд других чиновников о том, что здесь нужно действительно многие вещи и переосмыслить, и дать новый импульс развития экономики Абхазии, политики, и социальной сферы и так далее. То есть я бы так сказал, что это закрепление тех установок, которые, в общем-то, ждут своего разрешения. То есть эта встреча, она должна была быть и не связана столько с выборами даже, я бы так сказал. То есть какой-то рабочий характер вы там тоже просмотрели? Она рабочий характер, визит носит рабочий визит, если так взять формат рабочей встречи, да. Да. А как бы вы оценили общий тон вообще этой встречи, вот, атмосферу, как вам показалось? Да, вопросы, которые были поставлены абхазской стороной, они находят отражение в таких решениях Путина, президента Путина, что они были с пониманием и с наибольшей, так сказать, эффективностью поставленные задачи были действительно адресованы соответствующим структурам для того, чтобы было решение найдено краткосрочно. Ну, говорит о том, что все это в совокупности тех вопросов, которые были поставлены, говорит еще о том, что у России очень большие, скажем так, ожидания от Абхазии.
Эта страна должна быть стабильно развивающейся и успешной страной, я бы так сказал. Успешная страна – это гарантия снятия всех, так сказать, напряжений вокруг Абхазии. Потому что все импульсы международного плана, они первопричиной являются внутренние причины. Международные отношения всегда напрягаются из-за внутренних проблем. И мы об этом можем потом и дальше раскрыть эту тему. Она и сказывается, она применима в международном, глобальном масштабе. Вот вы опередили, в принципе, мой вопрос. Я как раз об этом хотела спросить, отходя уже от этой встречи, вспоминая о другой совершенно встрече, которая происходила за океаном, знаменитая, мне кажется, уже настала в овальном кабинете. Там мы видели и вообще тот тон, который там был, и вообще это, мне кажется, абсолютно такого еще в истории дипломатии, по крайней мере, мы не наблюдали такое, тем более в прямом эфире. Как вам кажется, и вообще это, даже если не говорить в частности об этой встрече, а в геополитическом смысле многое меняется. Мне кажется, что об этом можно сказать. Вот даже в отношениях России и Америки меняются вот импульсы. Вот тут что бы вы сказали? Да, международные отношения динамично, супер динамично стали развиваться в последнее время. Видимо, накоплено опять были очень много проблем. Действительно, вот встреча в овальном кабинете, ну, это, можно сказать, знаковое, со знаком минус, конечно, о том, фактически создается такое впечатление, что поведение Зеленского, его установки, его манера поведения – подтверждает правоту операции Российской Федерации СВО на Украине. То есть этот режим, он фактически выходит за рамки приличия, не только приличия этического плана, но и избегает, так сказать, геополитических реалий, избегает, так сказать, возможности, скажем так, урегулированием хоть каких-то разумных, так сказать, началах, да. Поэтому в мире, я бы так сказал, действительно серьезные изменения. Эти изменения были выражены вот в речах, можно сказать, в знаковых речах вице-президента Венса в Мюнхенской конференции по безопасности, где он обращает внимание на то, что у европейских стран нет внешних врагов. Ни в лице там, России, Китая, кого-либо. Враг, существует внутренний враг у европейцев, который он обратил внимание на что? На бюрократизацию невиданного масштаба, потери демократических, так сказать, ценностей и таких ценностей, как выборы, например, как они проводятся, выборы в Венгрии, например, какова роль судебной системы, какова роль средств массовой информации и так далее. То есть внутренние проблемы каждой страны, они, ну, накапливаясь, в общем, должны выходить потом за пределами тех разумных моделей поведения во внешнем мире, которые, ну, приводят к кризисам. Поэтому я бы так сказал, что речь Венса, она историческая в том плане, что осознается понимание того, что в кризисе виноваты сами государства. Вот во внешнеполитических кризисах, да, государства. Это европейские страны, так сказать, фактически выступают во многом подстрекателем вот этой войны глобальной, Третьей мировой. Не случайно Трамп озвучивает, что если мирные переговоры на дипломатию не перевести срочно украинские, так сказать, события, то это приводит к Третьей мировой войне. На что европейцы, в принципе, закрывают глаза. Они все воинствующие, так сказать, риторику придерживаются. И вот следующее выступление – это Джеффри Сакса в Европарламенте. То же самое говорит о том, что надо остановиться, надо обратить внимание на свою политику внутреннюю, надо обратить внимание, даже он сильно критиковал Соединенные Штаты последние 30 лет, на расширение НАТО, например, на то, что продолжается линия с 19 века Пальмерстона, лорда Пальмерстона, который говорил о том, что нужно
ограничит Россию, выходы закрыть на Черное море, и эта линия, да, и лишить Россию субъектности, довести ее до локального какого-то государства. И эта линия была продолжена Соединенными Штатами, европейскими странами также, вот, расширяя НАТО его несколько раз, так сказать, и закрыть действительно Россию. Ну, естественно, предел настал, когда Российская Федерация уже не могла допустить нарушения красных линий. Это вступление Грузии и Украины в НАТО, всем известно. Поэтому кризис действительно дошел до такого состояния, что уже о Третьей мировой войне стали говорить кому не лень. Поэтому это не просто было, эти речи были такие озвучены, они есть реальность сегодняшнего дня, и Запад понимает, я имею в виду, начинает понимать, естественно, давайте будем говорить так, Запад, я бы не стал бы говорить о Западе целиком сейчас, потому что есть круги, политические круги. Даже в советское время, когда биполярная система, так сказать, существовала, даже в советской международной практике употреблялось, значит, словосочетание «определенные политические круги Запада». Вот. То есть есть воинствующие круги, есть воинствующие партии, партия насилия, партия войны и так далее. Но есть здоровые силы, и мы слышим их. Ну, вот, чтобы они могли определить будущую архитектуру международных отношений, на это в Европе пока еще эти силы не могут выйти. Да, и еще мы, простите, что да. перебиваю, еще мы видим европейских высших чинов, которые все еще очень активно поддерживают Украину, но при этом вот мой вопрос заключается в следующем. Все-таки если президент Америки практически открыто заявляет о том, что не только он рассматривает возможности уменьшения военной помощи, но и вообще, возможно, отмену, особенно после вот этой скандальной встречи, как вам кажется, если действительно это произойдет, что бы ни говорили в Европе, мне кажется, приближается к разрешению, да, этой ситуации. Вот что могло бы тут быть? Будут ли тут переговоры? Будет ли... Что будет? Вот как вам кажется? Да, этот вопрос, он сейчас стоит актуальным во всем мире. Да. От исхода этих событий вокруг Украины зависит международная безопасность, глобальная безопасность. Ну, если европейцы в лице Борреля могли выразить свою позицию, что истина должна быть установлена на поле боя, то Трамп, президент Соединенных Штатов, противопоставляет этому посылу, что должно быть дипломатия на первом месте. Он исключает варианты развития силовых сценариев. И как раз вот Соединенные Штаты, я почему-то надеюсь на то, что она больше осознает и берет на себя ответственность. Кстати говоря, она и брала больше ответственность во всех смыслах, во всех случаях тоже. Но она не хочет сегодня быть в таком неудачном положении, потерпеть неудачу, вступая, так сказать, в конфронтацию, в эту войну, которая, в принципе, не будет иметь победителя. И это понимают Соединенные Штаты. Поэтому Соединенные Штаты именно сегодня в лице Трампа выражают реальную картину, которая сложилась. И она последовательно будет этого добиваться. И мы не просто на словах это видим, но и на делах. Действительно, Соединенные Штаты, Трамп прекратил помощь, военную помощь, всевозможную и техническую, и информационную всякого рода. Я думаю, это существенно повлияет на сценарий, и последовательность шагов по мирному урегулированию, оно будет идти именно от Соединенных Штатов. Я еще раз говорю не потому, что они, ну скажем так, не имеют своих интересов. Конечно, у Соединенных Штатов будут свои интересы, но они будут вписываться, эти интересы, в глобальную безопасность, установление мирного разрешения всех этих событий, потому что действительно мир в опасном состоянии. Я уже не буду говорить о том, насколько противостоят этому силы даже в самих Соединенных Штатах. Ведь вы знаете все, что покушение на Трампа, оно было связано тоже с партией войны. То есть это, скажем, авторы этих покушений – это партия войны все-таки. Конечно, они могут исходить из
лидеров, так сказать, всевозможных и от Восточной Европы, то в частности это Украина. И, кстати, такая точка зрения тоже существует, так сказать, мотивы, которые, зная, что Трамп будет прекращать ту политику, которая ведется воинственной Байденом, в общем, покушение понятно, мотивы откуда идут. А еще я хотела бы тут отметить, все-таки многие говорят о том, что как раз наступило время, как никогда, не то что давно не было такого потепления отношений между Россией и Соединенными Штатами Америки. Мы помним встречу в Риаде, вроде бы ожидается встреча американского и российского лидера. То есть некоторые эксперты говорят о том, что Россия выходит отсюда практически, вот вы говорите, победителей нет, а как будто бы в таком, скажем так, в роли победителя. Вот сейчас это можно наблюдать? Да, Российская Федерация здесь обезопасивает свое, так сказать, геополитическое пространство на, можно сказать, на необходимом уровне. То есть это не имперская позиция Российской Федерации. Эта позиция, скажем, обусловлена ее необходимым параметром безопасности, воздействия на те силы, которые, не случайно называется эта операция по денацификации и демилитаризации. И на самом деле ведь безопасность Российской Федерации, она слагается чисто из реальных позиций, ситуаций, исчисляется параметрами, определенными военно-техническими, поэтому здесь Россия восстанавливает свою естественные параметры безопасности, не более. Поэтому выигрыш ее, конечно, с этой точки зрения, она действительно, это ее законное, так сказать, законные требования, объективные требования. Что касается всех остальных, естественно, выиграют от этого все, от мирного урегулирования. Ведь не случайно был подорван газопровод, который обеспечивал всю индустрию европейских стран. Это тоже партия войны, сценарий, который, скажем так, направлено было на то, чтобы безопасность Европы и еще каких-то стран устраивать за счет ослабления другой страны, Российской Федерации. То есть вот эта модель, когда безопасность строится за счет кого-то, мне кажется, что уйдет с истории, потому что она приводит действительно вот к такому кризису. Это, кстати говоря, принцип неделимость безопасности, который был, так сказать, озвучен Российской Федерацией в лице Лаврова в Евросоюзе, в Евросоюзе в 2017 году, оно тогда было не воспринято, а реалии показывают сегодня, Реалии к этому вернулись, что безопасность, неделимость безопасности – это основа международного порядка. Вот я так считаю, потому что даже баланс сил, о котором некоторые считают, что он является принципом для безопасности международной, он на самом деле не такой. Потому что баланс сил рассчитан на что? На то, чтобы не отстать в вооружении, гонки вооружений от кого-то. И вот здесь выдержать паритет, он очень сложен. Сложно, потому что достаточно на один патрон увеличиться, условно говоря, у кого-то, то это генерирует другой стороне, так сказать, увеличивает нас в 2 раза. Да. И вот баланс сил, он ведет к взаимогенерации гонки вооружений. И он нестабилен. И не случайно он не спас фактически мир, он не установил равенство и не установил, сказать, мирное развитие, а он разрушил одну сторону. Советский Союз гонки вооружений, естественно, не смог догнать. И в конечном итоге оно выразилось в разрушении целой цивилизации, называемой огромное, так сказать, пространство, да, оказалось в разрушенном состоянии. Поэтому мне кажется, что мир должен осознать вот этот принцип неделимость безопасности. То есть нельзя сегодня строить свою безопасность за счет других. Вот мне кажется, что такие импульсы к пониманию, к действию, так сказать, определенные, да, они сегодня проявляются. Почему нет? Его просто нужно поддерживать. Я еще раз хочу сказать о том, что в западных кругах есть понимание этого. Это гарантия того, что все-таки поле общности будет расширяться в мирном таком сосуществовании. И будет, в конце концов, мне кажется, что воплотиться
в реальность видение Клода Леви-Стросса, известного антрополога, когда говорил о том, что будущее планеты – это коэволюция цивилизации, то есть совместное существование эволюции, совместная коэволюция. Поэтому вот эта многополярность, о которой мы говорим, она имеет глубокие основания. Если не многополярность, то это война. Почему? Потому что монополярность, оно всегда требует, чтобы все остальные были равны или же не противостояли вот этой иерархии одной какой-то, да. И все те, которые будут отходить от этих стандартов, соблазны на его исправление возникают у этого центра. И вот агрессия отсюда будет нарастать. И вот та модель, которая была опасная, она фактически монополярная, она, мне кажется, что ее Исчерпала. перспективы исчерпываются. Да. Большое спасибо за очень интересный диалог и беседу. Да, спасибо Благодарю вам. вас.